Слышно ли меня, видно? Добрый вечер всем. Должно быть видно сейчас изображение, звук должен быть. Пожалуйста, в чате отметьте, поставьте плюсики. Если вы меня видите, слышите, все в порядке. Раз, два, три, четыре. Да, хорошо, спасибо. Так, уважаемые коллеги, 11 участников в настоящий момент, пока вошли в кабинет. Я хочу еще раз извиниться перед вами за вчерашний технический сбой. Я думаю, что в будущем я буду предусмотрительнее. У меня просто отказалась работать камера на телефоне из-за обновления программных средств, и я не мог никак оперативно эту задачу решить. Значит, я еще раз хочу сказать, что мы сейчас с вами находимся на заседании Республиканского методического семинара учителей математики, и это мероприятие проводится регулярно. Мы встречаемся один раз в 2 недели, и традиционный день, который у нас пока выбран, это четверг месяц, день недели четверг, и начало работы в 19:30. Это удобно для технического оснащения, потому что в это время у нас портал вебинаров свободен. Ну и вроде бы как-то этот день устоялся, и все участники предыдущих мероприятий согласились, что время четверг 19:30 это удобное время. Значит, небольшая новинка, которая вводится с начала этого заседания. Мы получали обращения от участников семинара, от учителей, которые в предыдущих семинарах принимали участие, с просьбой подтвердить их участие в нашем мероприятии. Оно носит статус республиканского, поэтому мы решили автоматизировать этот процесс. И сейчас, я так понимаю, что вы должны были получить письмо, в котором было 2 ссылочки. Первая ссылка, она относится к быстрому входу в наш ресурс, и если вы не хотите получить никаких документальных подтверждений о том, что вы принимали участие в этом мероприятии. Если вы хотите иметь сертификат участника семинара, данного заседания, то нужно пройти более длинный путь. Регистрация проводится через видеозал сайта Коми-Республиканского института развития образования. Ссылочку я в письмах вам всем отправил. Пожалуйста, если вы даже сейчас зашли по быстрому пути, я вам всем советую все-таки еще раз зайти по длинному пути, зарегистрироваться. Но там требуется иметь аккаунт на сайте Криро. Но я думаю, что у вас этот аккаунт есть. Если его нет, то вы заведите, он вам в любом случае пригодится. В следующий раз просто не все данные вам нужно будет уже от руки заполнять. Так что пройдите по этому пути, аккуратно заполните все свои реквизиты. Там требуется полностью фамилию, имя, отчество заполнить и образовательное учреждение, в котором вы работаете. И в этом случае у вас автоматически будет сгенерирован сертификат участника заседания этого мероприятия, семинара, методического семинара. Значит, я думаю, что можно приступать непосредственно к содержанию. 15 человек нас подтянулось. Еще раз, для тех, кто, может быть, опоздал, может быть, зашел по быстрому способу, предлагаю всем еще раз зайти, используя длинный путь, с тем, чтобы вы имели в будущем в электронном виде сертификат об участии в рамках этого семинара. Я хочу подчеркнуть, что это важно не только для вашего портфолио, для каких-то аттестационных мероприятий. Это еще важно в связи с чем, что система повышения квалификации в настоящий момент будет сильно реформироваться, и практически все учителя всех предметов будут проходить свой индивидуальный образовательный маршрут. Он будет формироваться совместно с вами, методистами, которые работают в муниципалитетах, и Институтом развития
образования, Республиканским институтом развития образования. И вот в этом образовательном маршруте у нас есть серия мероприятий, которые носят вот характер типа встреч во время методических семинаров. Поэтому это будет очень важно, вот этот документ иметь для того, чтобы подтвердить, что в данном случае, если вы проходите индивидуальный образовательный маршрут в рамках повышения квалификации, чтобы вы могли подтвердить участие вот в этом мероприятии. Ну, я, пожалуй, на организационных вопросах больше не буду останавливаться. Еще раз напомню, что в следующий раз мы встречаемся через 2 недели, в четверг, 19:30. Кроме того, не забывайте, что у нас есть страничка сайт нашего семинара, и в любой момент вы можете выйти на эту страничку, посмотреть все предыдущие заседания семинаров, если вы что-то пропустили. Кроме того, на страничках сайта семинара выкладываются методические материалы, которые используют обычно докладчики, лекторы. И в данном случае, вот, если вы зайдете на страничку сегодняшнего мероприятия, я уже приготовил текстовый материал, который полностью, по сути дела, освещает те вопросы и те задания, которые я предлагаю вам показать. Вот. И, наконец, последнее. Еще раз хочу обратиться ко всем учителям математики. Если у вас есть что рассказать, чем поделиться, ваш опыт профессиональный, может быть, у вас есть интересная подборка задач, может быть, есть свои методы, приемы, решения каких-то задач интересных, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите на мой электронный адрес, поскольку рассылка с моего адреса приходит. Мы обязательно посмотрим, если материалы будут интересны, предоставим вам микрофон с тем, чтобы вы могли продемонстрировать и показать то, что вы будете заявлять. Теперь давайте я перейду к содержанию. Я предлагаю вот фронтальное видео закрыть, а открыть на полный экран. Сейчас демонстрацию моего экрана я открою, чтобы вы видели страничку. Да, вот, наверное, виден лист бумаги, на котором я буду работать, на котором я буду писать. И я предлагаю просто видео, я сейчас, наверное, свое закрою, а там вот, кто в первый раз, в правом верхнем углу двунаправленная стрелочка у вас есть возможность экран сделать, то есть вот экран, на котором я буду писать, сделать в полноэкранном режиме, чтобы было более четко видно и расположение листа, чтобы на весь экран у вас было. Итак, да, как мы обычно договариваемся, в чате можно задавать вопросы, останавливать меня в любой момент, ну и обмениваться мнением. И, пожалуйста, чат у нас с вами является групповым, общедоступным. Можете в чате делиться своими впечатлениями, разговаривать и задавать вопросы друг другу, ну и мне, как ведущему этого семинара. Значит, название или тема семинара были обнародованы, и я напомню, что я хочу сегодня рассказать о решении рациональных неравенств. Что я называю рациональным неравенством? Значит, рациональным неравенством я называю неравенство вот такого вида. P от x поделить на Q от x, ну это не только я называю, наверное, это во всей математической литературе, ну и тут знак меньше либо равно нуля, или меньше просто нуля, либо меньше либо равно, либо не строгое неравенство, либо строгое неравенство. При этом P от x и Q от x это какие-то многочлены. P от x и Q от x это многочлены или полиномы. Многочлены. Вот такого типа неравенства я хочу продемонстрировать их решение, но оно, по сути дела, вам хорошо известно. Оно будет основано на основной идее метода интервалов, или, если уж совершенно точно на математическом языке выражаться, то это прием, использующий свойства непрерывной функции. В частности, свойство, которое состоит в том, что непрерывная функция в промежутке между корнями сохраняет свой знак. То есть
промежутке между соседними точками, в которых обращается функция в ноль, знак у соответствующей функции сохраняется. Значит, сразу же хочу отметить, что в частности квадратное или квадратичное неравенство, оно тоже будет являться рациональным. То есть если мы с вами рассматриваем, скажем, квадратичную функцию ax в квадрате плюс bx плюс c, а в качестве q берем многочлен тождественно равный единице, то у нас с вами получается обычное квадратичное неравенство. ax в квадрате плюс bx плюс c поделить на единицу. Но я уже не говорю о линейном неравенстве. Если в частности у нас с вами в числителе состоит линейная функция тоже является многочленом, то, соответственно, неравенство, которое будет получаться, оно тоже будет являться рациональным неравенством. Я хочу подчеркнуть, что многочлены P от x и Q от x могут иметь разные степени. Обязательно степень у них одинаковая. Ну вот как, например, здесь вот в этом выражении в числителе у нас стоит квадратичная функция, то есть это многочлен второй степени. В знаменателе стоит многочлен нулевой степени. Степень у функции тождественно равной константе – это у нас с вами многочлен нулевой степени. Значит, как будет строиться алгоритм, я не буду какую-то собственную теорию рассказывать, а я буду, поскольку тема так и обозначена, алгоритм решения неравенства, то я буду излагать некий алгоритм. И несмотря на то, что вроде бы с квадратичными функциями все понятно, и квадратичное неравенство мы умеем решать, я все-таки остановлюсь на решении квадратичных неравенств тоже. Значит, по крайней мере, я обозначу, как я это квадратичное неравенство решаю. Значит, решение любого квадратного или квадратичного неравенства сводится к трем шагам. Первый шаг – это нахождение корней. Второй шаг – это графическое представление функции квадратичной. Ну и третий шаг – это выписывание ответа. Ну, давайте я на каком-нибудь примере, на каких-нибудь примерах просто это продемонстрирую. Я прошу набраться терпения, понимаю, что этот вопрос простой и совершенно такой тривиальный, но тем не менее я, поскольку речь идет об алгоритме, вот эти пункты хочу обозначить. Итак, для примера давайте рассмотрим, скажем, квадратное неравенство 2х в квадрате плюс х минус 3 меньше равно нуля. Ну и алгоритм будет выглядеть следующим образом. Первый шаг. Мы находим корни этого соответствующего квадратного уравнения. То есть 2х в квадрате плюс х минус 3 приравниваем к нулю и находим корни у этого уравнения. Корни у этого уравнения, если мы будем вычислять, первый корень будет равен единице, а второй корень х2 будет равен минус 3 вторых. Вторым шагом мы тут же рисуем картиночку, соответствующую нашей квадратичной функции. Здесь не нужно ось y рисовать, достаточно нарисовать ось иксов. Как правило, я прошу у студентов или школьников, с которыми занимаюсь. Ну и представим парабола, ветви параболы направлены вверх. Значит, картиночка выглядит обязательно вот таким образом, поскольку есть два корня, то у нас с вами левый корень – это точка, соответственно, минус 3 вторых, а правый корень – это точка единицы. Но остается выделить тот участок, на котором функция принимает значение меньше либо равное нуля. И еще один момент, я сразу своих студентов или школьников обучаю тому, чтобы они вот эти точки соответствующим образом выделяли. Поскольку решается не строгое неравенство, то вот эти точки, в которых функция принимает значение равное нулю, являются решениями, и я заставляю обычно рисовать вот эти точки жирным цветом, вот таким образом. Это будет означать, что если точка жирная, то ее нужно будет включить в ответ. Ну и, соответственно, здесь у нас значение получается функция положительная принимает, здесь отрицательная и здесь положительная. И третьим шагом в нашем алгоритме при решении этого неравенства это выписывание ответа. Итак, пишем слово «ответ» и записываем решение. Х принимает значение из отрезка от минус 3 вторых до единицы. Давайте еще один пример рассмотрим.
Это был пример А. Пример, скажем, Б. Пример Б какой-нибудь. Пусть у нас с вами, скажем, решается неравенство вот такого типа. Минус х в квадрате плюс х минус 3 меньше нуля. Ну, обратите внимание, если мы с вами будем вычислять дискриминант у соответствующего квадратного уравнения, то есть первый шаг мы решаем квадратное уравнение, и при вычислении дискриминанта мы получим, что дискриминант будет равен единице, и минус 4 умножить на минус единицу и умножить на минус 3, в результате мы получаем минус 11. Дискриминант получается отрицательный, это означает, что у нас нет корней. И вторым шагом мы рисуем, значит, корней нет, отмечаем, корней нет. Ну и, естественно, соответствующую картиночку рисуем. Нарисовали ось иксов, значит, представляем себе параболу, ветви ее направлены вниз, поскольку коэффициент при х квадрате отрицательный. Ну и поскольку нет точек пересечения, то вершина параболы не может подниматься выше оси иксов. То есть картиночка выглядит вот таким образом. Парабола, ветви параболы направлены вниз, точек к пересечению с осью иксов у нас нет. Ну и в этом случае остается просто выписать ответ. Что же у нас с вами будет решение? Поскольку решается неравенство строго меньше нуля, то получается, что при всех значениях х значения функции являются отрицательными, но стало быть ответ, третий пункт, ответ, решением у этого квадратного неравенства будет являться вся числовая прямая. Х принадлежит множеству всех вещественных чисел. Х принадлежит R. Следующий шаг в развитии алгоритма, к которому я стремлюсь. Значит, вот это у нас с вами был первый, скажем так, трек. Первый трек – это решение квадратного неравенства. Второй трек. Остановимся на неравенстве рациональном специального вида. И второй вот пункт или второй модуль назовем так. Решение простейшего неравенства. Решение простейшего неравенства. Ну, слово простейшего давайте возьмем в кавычки, потому что это не общепринятый термин, это термин, который мы будем использовать на нашей кухне. Значит, что мы будем делать? Ну, мы выделим некий тип неравенства, который обзовем вот этим словом простейшее неравенство. Простейшим неравенством давайте назовем неравенство, которое будет иметь следующий вид. Значит, x минус a1 умножить на x минус a2, x минус a3, ну и так далее, x минус a с индексом n. Ну и здесь какой-то знак неравенства стоит. Давайте я этот знак в общем случае обозначу буквой R, relation. Либо больше нуля, либо меньше нуля, либо меньше, либо равно нуля, либо больше, либо равно нуля. Вот в предыдущем случае, когда я определял рациональное неравенство, мне не нужно было рассматривать случаи больше либо равно нуля, меньше либо равно нуля, больше нуля отдельно, потому что я мог всегда на минус единицу умножить это неравенство. А здесь я этого сделать уже не могу, потому что, видите, у меня коэффициент при х в n-ной степени будет равен единице. В некотором смысле мы иногда говорим, что это приведенный многочлен или нормированный многочлен. То есть многочлен, у которого коэффициент при старшей степени равен единице. Значит, еще раз R, вот буковкой R, это я обозначаю один из символов. Либо меньше, либо равно, либо символ меньше, либо больше, либо равно, либо символ больше. Один из этих символов я обозначаю буковкой R. Следующий, значит, итак, это вот неравенство будет называться простейшим. Ну и обратите внимание, что здесь строгий протокол записи. Стоят произведения n скобок в общем случае,
И в каждой скобке у нас с вами линейная функция, причем коэффициент при x равен единице. X минус число, x минус число, x минус какое-то число. И я предполагаю, что вот в этом выражении эти числа, которые здесь присутствуют, различные. А1, А2, А3 и так далее, АН различные. Более того, мы всегда можем эти числа упорядочить, и можно сразу же считать, что у нас с вами вот числа, которые стоят в скобке, они расположены в порядке возрастания или в порядке убывания. Вот такое неравенство в будущем мы будем называть простейшим неравенством. Ну, простейшие примеры, скажем, x минус π умножить на x умножить на x плюс 1. Вот пример простейшего неравенства. Простейшее неравенство, оно подходит под протоколу. Вот если же я напишу, посмотрите, на неравенство вот такое, 2х плюс 4 умножить на единицу минус 7х плюс х плюс 1 и умножить на х минус π, вот это неравенство больше либо равно нуля, это неравенство уже не является простейшим. Почему? Ну, потому что, видите, мы нарушаем протокол записи. В протоколе записи у нас везде в скобочках стоит x минус число. Но обратите внимание, что это неравенство легко сводится к простейшему. Как оно сводится к простейшему? Ну, из первой скобки нужно вынести двоечку, тогда здесь будет x плюс 2. Из второй скобки нужно вынести минус 7, тогда здесь будет, соответственно, x минус 1/7. Из третьей скобки ничего выносить не нужно, оно уже будет подходить под наш стандарт. Ну и из последней скобки тоже ничего не нужно выносить. Значит, неравенство приняло вот такой вид, и оно все равно еще не является простейшим. Что мне осталось сделать? Ну, разделить на минус 14. Обе части я делю на минус 14. При этом знак неравенства у нас с вами поменяется, и неравенство примет вот такой вид. X плюс 2, x минус 1/7, x плюс единица, x минус 15, и это будет меньше либо равно нуля. То есть после вынесения вот этих множителей, которые нам немного вредили, мешали называть наше неравенство простейшим, мы после деления приходим к стандартному виду вот этого простейшего неравенства. Теперь как простейшее неравенство решается? Ну, очевидно, что для решения простейшего неравенства можно использовать очень простую и быстро реализуемую схему. Что мы делаем? Ну, вот скажем, для неравенства, которое мы здесь получили. Мы, во-первых, выделяем, рисуем числовую ось, и на этой числовой оси отмечаем точки, в которых у нас с вами соответствующие скобки обращаются в ноль. Значит, при этом нам вовсе не обязательно соблюдать масштаб, достаточно соблюдать взаимное расположение вот этих точек, которые у нас с вами здесь присутствуют. Ну, давайте грубо называть их узловыми точками. Ну, вот первая точка минус 2, я ее отмечаю. Следующая точка, ну, где-то 1/7. Это вот вторая скобка обращается в ноль. Дальше минус единица, где-то тут у нас с вами минус единица. И точка π, она находится правее всех, точка π, 3,14. Отметили эти точки. Следующим шагом мы выделяем участки, на которые наша числовая ось разбилась с помощью вот этих узловых точек. Выделили эти участочки. Следующим этапом мы с вами обращаем внимание на то, что у нас с вами решается неравенство не строгое. А это означает, что точки, в которых скобка обращается в ноль, будут являться решениями. То есть это означает, что вот эти точки я по нашей договоренности должен закрасить жирным цветом. Вот так их выделить и закрасить жирно. На числовой оси я их отмечаю. Следующий шаг, посмотрите, я просто не задумываюсь. Здесь ставлю знак плюс на самом крайнем правом интервале, а дальше знаки должны чередоваться. Но и идея здесь совершенно простая. Посмотрите, если мы в самом даже общем случае рассматриваем простейшее неравенство, а оно у нас с вами имеет вид, как мы договорились, такой x минус a1, x минус a2, x минус a3 и так далее, x
минус А с индексом n, ну, меньше либо равно нуля, скажем, да, то что мы с вами имеем? Наши узловые точки на числовой оси размещаются вот таким образом. Каждая следующая узловая точка, она больше предыдущей. Где-то здесь у нас с вами АН, здесь где-то точка АН минус 1. Ну и тут числовая ось рвется, потому что я не знаю, чему у меня равно n. Значит, я разбиваю нашу числовую ось на участки, которые получаются в результате нанесения на числовую ось этих узловых точек. И здесь ставлю знак плюс. Почему я ставлю знак плюс? Ну, очень просто. Посмотрите, если мы возьмем любое число x, которое будет больше, чем n, то каждая из этих скобок будет положительна. Каждая из этих скобок заведомо будет положительна. Поэтому здесь знак плюс. А дальше при переходе через каждую точку знак будет меняться. Поэтому мы просто в этом случае рисуем числовую ось, отмечаем вот эти дуги, на крайней правой дуге ставим знак плюс, а дальше все у нас просто чередуется. Ну, давайте, скажем, для примера я какое-то простенькое неравенство запишу. Ну, скажем, 7 минус 4х на 2 плюс 2х и единица минус 5х. И это у нас с вами меньше нуля. Вот такое неравенство. Давайте решим. Вообще говоря, это не простейшее неравенство, но я его быстро свожу к простейшему с помощью той процедуры, которую мы чуть выше описали. Что я делаю? Из первой скобки выношу минус 4, тогда здесь у нас с вами останется х минус 7 четвертых. Из второй скобки я выношу двойку, и тогда здесь останется х плюс 1. Ну и из последней скобки я выношу минус 5. Тогда в последней скобке остается 5 минус 1 пятая. Извините, х минус 1 пятая. Х минус 1 пятая. Ну и меньше нуля знак неравенства у нас с вами сохранился. Дальше обе части нашего неравенства умножаем на вот на этот коэффициент, который мы вынесли. Но он будет иметь положительный знак, потому что здесь минус 5 и минус 4, поэтому знак неравенства не поменяется, и неравенство примет вот такой простой вид. Х минус 7 четвертых умножить на х плюс единица и умножить на х минус 1 пятая. И это должно быть меньше нуля. Включаем калькулятор. Это у нас с вами числовая ось. На числовой оси сразу же отмечаем наши точки. Минус единица, 1 пятая узловая точка и 7 четвертых. Повторяю, масштаб вовсе не обязательно соблюдать. Нам при решении этих неравенств важно взаимное расположение узловых точек. Зафиксировали дуги. На минутку останавливаемся, потому что перед тем, как выписать ответ, мы с вами должны вспомнить, что мы решаем не строгое неравенство, поэтому вот здесь мы с вами рисуем кружочки, не закрашивая их. Дырочка здесь. Они в ответ не должны попасть. При этих значениях у нас левая часть обращается в 0, и неравенство не будет выполняться. Дальше здесь знак плюс, а дальше знак просто чередуется. Я просто, не задумываясь, чередующиеся знаки выписываю. Ну и, наконец, последнее, я могу выписать ответ. Ответ, значит, x для нашего случая будет иметь следующее решение. От минус бесконечности до минус единицы объединить с участком от 1 пятой до 7 четвертых, ну и все. Вот так будет выглядеть решение у нашего простейшего неравенства. Итак, мы сейчас с вами договорились вот такое неравенство, сухой осадок, я хочу произнести еще раз, такое неравенство называть простейшим. И простейшее неравенство решается очень быстро. Отмечаем узловые точки, первый шаг, выделяем дуги, второй шаг, третий шаг, отмечаем узловые точки, входят в решение или нет. И последний, четвертый шаг, просто выписываем ответ, выписываем результат в зависимости от того, как у нас с вами дуги обозначены. Значком плюс или значком минус, и какое неравенство мы решаем. Теперь следующий шаг или следующий модуль или следующий трек, если хотите, сведение рационального неравенства к простейшему. Так и давайте и запишем. Сведение
рационального неравенства к простейшему. Ну, мы используем традиционный способ, который в математике у нас с вами есть. Мы более сложную задачу сводим к более простой, которая быстро решается, но и тем самым пытаемся показать, что решение всегда существует. Ну, я начну, вот видите, еще раз хочу остановиться, что мы с вами рациональным неравенством, вообще говоря, назвали неравенство вот такого вида. P от x делить на q от x меньше либо равно нуля, и P от x и Q от x это какие-то произвольные многочлены. Но я хочу пока от общего случая отказаться, и вы поймете, почему это я делаю через некоторое время. А пока я остановлюсь на неравенствах вот такого вида. Посмотрите, я напишу неравенство x минус 2 в степени 2022 умножить на x плюс единица в степени 7, умножить на x в 17 степени, поделить на x плюс π в степени 8, умножить на x минус π в степени 3, и это меньше либо равно нуля. Вот такое неравенство я выписал. Обратите внимание, это у нас с вами рациональное неравенство. Ну почему? Ну потому что если ты в числителе раскроешь скобки, возведешь степень соответствующую, то ты получишь многочлен. Причем степень многочлена понятно какая. 2022 плюс 7 и плюс 14. Потому что при произведении скобок мы получим старшую степень, которая будет состоять из суммы степеней, старших степеней в каждой скобке. Значит, и в знаменателе тоже стоит многочлен. Так что это у нас с вами рациональное неравенство, но просто оно вот как-то записано не в общем виде, не как многочлен, а многочлен свернут в виде вот скобок, некоторых скобок, которые записаны вот таким образом. Как мы с вами будем решать это неравенство? Посмотрите, я здесь опять предлагаю без всякой теории, а просто пошагово, ну, каждый шаг, естественно, легко объясняется, пошагово изложить алгоритм, как такое неравенство решить. Вот первый шаг, я называю его паспорт неравенства. Итак, паспорт неравенства. Паспорт неравенства. Что я буду здесь понимать? Дело в том, что мы сейчас с вами вот это неравенство будем сводить к простейшему. И ясно, что мы будем преобразовывать это неравенство с использованием каких-то свойств работы над неравенствами. Но эти свойства и эти действия, которые мы будем совершать, они могут нас привести либо к потере решений, либо наоборот к получению каких-то лишних решений. Поэтому вот первый шаг я выделяю ситуацию, которая позволит нам в будущем при выписывании ответа избежать потери корней и приобретения лишних корней. Значит, итак, паспорт неравенства. В чем его суть? Значит, мы с вами должны отметить, что каждое значение, при котором числитель обращается в ноль, мы должны не забыть. Мы обязательно его должны включить в решение. Поэтому в паспорт я записываю, что x равное двойке должно быть обязательно решением. Я отмечаю, что x равно 2. Дальше, x равно минус единице тоже должно быть решением, потому что при этом значение, вот эта скобка обращается в 0, а значит и числитель обращается в 0. И x равное нулю. И вместе с тем у нас с вами знаменатель не должен обращаться в 0. Поэтому я добавляю в паспорт неравенства, исключая возможность x принимать значения, при которых знаменатель обращается в 0. То есть x не равен минус π и x не равен π. Вот эти 5 строчек я буду называть паспортом данного неравенства. А дальше я совершаю следующее действие. Я пытаюсь наше неравенство свести к простейшему. Что я для этого делаю? Ну, я пользуюсь свойствами, что если я обе части вот этого неравенства разделю на четную степень x минус 2, в частности на 2022, это число будет положительным, и знак неравенства у нас не изменится.
То есть я могу вот это левую и правую часть этого неравенства одновременно разделить на x минус 2 в степени 2022. Поскольку x минус 2 в счетной степени это число положительное, то знак неравенства не поменяется. Значит, а если же степень нечетная, то я делю в данном случае на x плюс 1 в шестой степени. Здесь, чтобы избавиться от 17 степени, я делю на x в 16 степени. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что после проведения вот этой операции в нашем неравенстве останутся только скобки, у которых степень нечетная. А если степень четная, то эти скобки просто исчезнут. То есть, наше неравенство сводится к простейшему неравенству, которое будет иметь следующий вид. X плюс 1 в первой степени умножить на x, ну, скобку я здесь не буду писать. Дальше четная степень исчезла, а x минус 5 уйдет в числитель. И знак неравенства не изменится. Вот так неравенство наше запишется. Значит, еще раз, обоснование какое? Что я сделал с моим неравенством, чтобы вот этот вид получить? Я поступил следующим образом. Я обе части моего неравенства разделил на x минус 2 в степени 2022, разделил на x плюс 1 в степени 6 и разделил на x в степени 16. И в то же время умножил на x плюс π в степени 8 и умножил на x минус π в степени 4. Обе части нашего неравенства, которое здесь было записано, я перемножил вот на это число. Поскольку здесь все степени четные, то это число у меня положительное, учитывая паспорт, естественно, нашего неравенства. И неравенство свелось к простейшему. А это простейшее неравенство я уже решаю совершенно просто. Включаю калькулятор. Отмечаю узловые точки. Это у нас с вами получается точка минус 1, 0 и точка π. Следующий шаг. Выделяю дуги. На крайней правой дуге ставлю плюс. Дальше знаки чередуются, просто не задумываясь. Следующий шаг. Вношу данные паспорта в мой рисунок. Значит, что я должен сделать? Точку 2 я должен сделать жирной. Вот точка 2 где-то здесь находится. Я ее добавляю, делаю жирной. 2. Точка минус 1 тоже жирная. Я ее рисую. Минус 1 отметил. Точка 0 тоже жирная. Я ее тоже рисую. Нарисовал. Точка минус 5 должна быть вырезана. Дырочка. Отмечаю точка минус 5, она где-то здесь, минус π. И точка π тоже вырезана, тут тоже дырочка. Вот так. Ну и последний шаг, я должен выписать ответ. Как будет выглядеть ответ с учетом того, что у нас с вами дуги обозначены. Поскольку мы решали неравенство меньше либо равное нуля, то нам надо выделить участки, где знак минус в дугах содержится, но и учесть те точки, которые у нас жирным цветом окрашены или окрашены кружочком. То есть ответ будет выглядеть так. X принимает значение из следующего множества. Вот этот участок будет решением, кроме точки минус π. То есть получается от минус бесконечности до минус π, точку минус π исключаем. Дальше от минус π до точки минус единица и точку минус единица включаем, поскольку она жирная. Следующий участок у нас убегает. И следующий участок этот знак минус. Но обратите внимание, точка 2 уже находится внутри этого участка, так что она уже будет принадлежать. Ее отдельно не нужно выделять. То есть получается, что следующий участок решения будет у нас с вами от 0 до точки π. Точка π не входит, а точка 0 входит. Все вот так будет выглядеть решение нашего неравенства. Решение неравенства будет выглядеть следующим образом. Следующий шаг, ну давайте еще пример какой-нибудь возьмем, скажем, ну вот я, скажем, запишу что-то. Единица минус 2х в степени 7 на х плюс 4 в степени 6 поделить на 2х
плюс 4 в степени 3, х и х минус 2, ну, скажем, в степени, пусть будет 12. И это строго меньше нуля. Вот такое неравенство. Что мы с вами делаем? Ну, первый шаг – паспорт неравенства. Всегда начинается с паспорта неравенства. Паспорт. Значит, мы исключаем возможность знаменателю обращаться в ноль, но и числитель тоже в ноль не может обратиться, потому что у нас с вами в этом случае неравенство не будет иметь решения. То есть получается, что х не равно 1/2, числитель обращается, первая скобка в ноль. Х не равно минус 4, х не равно минус 2, х не равно 0, потому что здесь присутствует х, и х не равно 2. Вот это в нашем случае будет паспортом нашего неравенства. Следующий шаг, посмотрите, формально мы уже поняли, что это неравенство легко сводится, ну, почти к простейшему. Четные степени надо выбросить, оставить только нечетные. То есть, что у нас с вами здесь останется? Единица минус 2х, поскольку здесь степень 7. Х плюс 4 в 6 я выбрасываю. Дальше 2х плюс 4 останется из знаменателя. Здесь степень 3, нечетная. Х нечетная степень. И здесь, поскольку 12 четная степень, то четной степени у нас с вами не будет. И здесь будет знак меньше нуля. Все, вот такой вид у нас с вами это неравенство многоэтажное приняло. Дальше, ну, оно еще, обратите внимание, не является простейшим, поэтому и надо его привести к простейшему. Что мы с вами делаем? Ну, из первой скобки минус 2, очевидно, выносим, а из второй скобки 2. Тогда здесь получается х минус 1/2 в первой скобке, а во второй скобке х плюс 2. Еще умножить на х, и это меньше нуля. Все, вот так будет выглядеть наше неравенство. Обе части делим на минус 4. И знак неравенства у нас поменяется. Неравенство примет следующий вид. Х минус 1/2 умножить на х плюс 2 умножить на х. И здесь строго больше нуля. Ну, вот так будет выглядеть неравенство. Обратите внимание, это неравенство уже является простейшим. Да? И мы можем уже использовать к нему... Так, а что пропало? Что-то исчезло? Что-то... Коллеги, я в чат не заглядывал. Меня видно, слышно? Я вот у Ольги вижу запись, что что-то пропало. Видно, да? Ага. Так, ну если что-то, какой-то у вас происходит сбой, то, пожалуйста, просто попробуйте перезагрузиться, перезапуститься. Значит, итак, неравенство получилось простейшее, я его фиксирую и решаю. Значит, у нас получились какие корни? Минус 2, 0 и 1/2. Повторяю, мне главное взаимное расположение корней. Дуги нарисовали. Отметили здесь знак плюс, здесь минус, здесь плюс, здесь минус. Не задумываясь, мы знаем, что знак чередуется. Дальше вернулись к паспорту. В паспорте у нас сказано, что х не может быть 1/2. Кружочек беру. Вот у меня данные паспорта здесь находятся рядышком. Значит, х не равно минус 4, то есть вот здесь вот где-то точка минус 4, х не равно минус 4, х не равно минус 2, здесь тоже кружочек, х не равно 0, тоже кружочек, и х еще не равно 2, вот здесь тоже кружочек, вот тут точка 2. Ну все, теперь у нас с вами данные паспорта есть, решение выписано, осталось записать слово «ответ» и выписать решение. Ответ. Значит, х будет... решение у нас на участке, где больше нуля, то есть получается от минус 2 и до нуля, этот участок мы включаем, дальше этот участок пропускаем, и вот этот участок, но надо будет точку 2 нам выбросить, потому что точка 2 у нас с вами взята в кружочек. Значит, объединить
с интервалом от двойки, от 1/2 до двойки, и добавить еще луч от двойки до плюс бесконечности. Все. Ну вот таким образом выглядит решение неравенства, если у нас с вами в числителе и знаменателе стоят скобки. Теперь самая общая ситуация. Ну, естественно, мы сейчас упремся в теорию, и нужно еще раз, как проставляются точки. Ну, давайте еще один пример. Хорошо. Ольга попросила еще раз рассказать, как расставляются точки. Давайте еще один пример я какой-нибудь приведу. Прошу прощения, если я на простых вещах останавливаюсь. Но если есть просьба, то я не могу не удовлетворить. 7х минус 14, например, в степени 3, 21х минус 3 в степени 4, х плюс 5 в степени 7 поделить на х 8, х плюс 5 и 1/10 степени 3, и это больше либо равно нуля. Вот такое неравенство. Первый шаг. Паспорт неравенства. Х не равно нулю. Знаменатель не обращается в ноль. Х не равно минус 5,1. Дальше. Х равно 2. Вот эта скобка обращается в 0, значит, это будет число решения. Х равно 1/7. Это тоже скобка обращается в 0, будет решением. И х равно минус 5. Это будет решением. Значит, еще раз, суть паспорта. Мы включаем те точки, которые числитель обращается в 0, и мы исключаем те точки, в которых знаменатель обращается в 0. Вот это у нас с вами паспорт. Паспорт нашего неравенства. Дальше, следующий шаг. Следующий шаг, идея очень простая. Мы с вами поняли, что четные степени можно просто выбросить, а оставить только нечетные степени, заменив их первыми степенями. То есть в числителе у нас с вами останется 7х минус 14 в первой степени. Дальше тут четная степень, она пропадет. Здесь х плюс 5 в нечетной степени, значит, останется х плюс 5. Х в 8 степени исчезнет, и х плюс 5,1 останется. Значит, я надеюсь, вы понимаете, откуда это берется. Я разделил, как у меня получилась первая степень. Я разделил обе части неравенства на скобку 7х минус 14 в квадрате. Поскольку это число положительное, знак неравенства не изменится. Как у меня вот эта скобка исчезла? Я обе части нашего неравенства разделил на 21х минус 3 в четвертой степени. Поскольку число положительное, знак неравенства не изменится. Но зато этой скобки здесь у нас не будет. Х плюс 5 останется в первой степени, потому что я делю обе части на х плюс 5 в шестой степени. Ну и так дальше. Значит, вот неравенство приняло вот такой вид. Следующий шаг. Включили калькулятор. Это неравенство у нас является простейшим. И для решения простейшего неравенства у нас очень быстро все работает. Мы отмечаем, да, извините, оно еще не проявляется простейшим. Я семерку должен был тут еще вынести. Один шаг пропустил 7. Тут будет х минус 2 умножить на х плюс 5. И здесь х плюс 5,1. И это больше либо равно нуля. Ну, на семерку я могу разделить обе части неравенства. Вот теперь уже неравенство простейшее. Отмечаю узловые точки. Одна точка 5,1 со знаком минус. Вторая точка минус 5. И третья точка 2. Все. 3 скобки, 3 участка у нас с вами. 1, 2, 3, 4. Участки выделили. На самом крайнем всегда плюс. А дальше знак чередуется. Не задумываемся. Вот так у нас с вами будет выглядеть картиночка. И последний шаг. Вносим данные паспорта.
Значит, x не равно нулю. Значит, мы точку 0 исключаем. Точка 0 где-то здесь отмечаем. Она не была у нас среди узловых. Точку минус 5,1 исключаем. Тут тоже кружочек, дырочка на числовой оси. Точку 2 закрашиваем жирным. Закрашиваем жирным, отмечаем, чтобы она бросалась в глаза для выписывания ответа. Точка 1/7 тоже жирно закрашивается. Точка 1/7 где-то вот здесь находится, между нулем и двойкой. 1/7. Ну и, наконец, последняя точка, минус 5, мы ее тоже делаем жирной. Вот она, точка минус 5. Ну, дальше обращаем внимание, что у нас неравенство решается больше либо равное узловые точки. Это точки, в которых скобки обращаются в ноль. Это те точки, в которых каждая из скобок обращается в ноль. Вот тут точка 2, здесь минус 5, здесь минус 5,1 и так дальше. И осталось выписать ответ. Ответ. Значит, что у нас получилось? Мы выделяем те скобки, в которых дуга со значком плюс, учитывая кружочки и дырочки. Поехали. Значит, здесь не включается, тут минус знак. Здесь плюс включаем. То есть пишем x, принимая значение от минус 5,1 до минус 5. Минус 5 точка включается, а минус 5,1 не включается. Дальше. Добавить. Посмотрите, эти точки не входят, а вот точку 1/7 надо включить. Ну, давайте включим эту точку. 1/7. Поскольку это изолированная точка, мы ее берем в фигурные скобки. Она будет входить в решение. И нужно добавить еще вот этот участок, где у нас знак плюс. То есть получается от двойки до плюс бесконечности. Все, вот так будет выглядеть ответ. Значит, еще раз посмотрите, если говорить, поскольку речь идет об алгоритме, то ход решения, первый шаг, это паспорт. Паспорт неравенства. Второй шаг. Оставить только нечетные степени скобок в первой степени. Все четные скобки с четными степенями, они просто у нас с вами удаляются. Третий шаг. Нарисовать, найти решение простейшего неравенства, решить простейшее неравенство. Четвертый шаг. Вписать данные паспорта. Ну, то есть то, что мы с вами находим на первом шаге, на числовую ось. И пятый шаг – выписать ответ. Ну, вот так будет выглядеть решение неравенства, которое будет иметь вот такой специальный вид. Так, теперь самый сложный вопрос, на который мы, ясно, что не всегда школьникам можем дать ответ. Но, по крайней мере, мы, как учителя, должны понимать, что ответ всегда можно дать, всегда существует. Давайте вот о чем поговорим. Посмотрите, если у нас с вами есть некий многочлен p от x, скажем, в общем виде, если его записать, а n на x степени n, а n минус 1 на x степени n минус 1, плюс и так далее, плюс а, первое на x и плюс а с ноликом. Если у нас с вами есть многочлен n степени, ну, говорят, что степень у этого многочлена, degree обозначают обычно в математике, степень многочлена, это старшая степень у переменной при ненулевом коэффициенте. То есть получается, в нашем случае, ну, степень равна n. Ну, предполагается, что n коэффициент отличен от нуля. Что мы знаем с вами о корнях многочлена? О корнях многочлена мы можем знать следующие вещи. Посмотрите, если какое-то число b1 это корень,
корень многочлена p от x. То есть что это означает? Что означает, что b1 корень многочлена? Это означает, что функция p при подставлении вместо x b1 принимает значение равное 0. И тогда мы с вами знаем, что если у нас с вами b1 это корень нашего многочлена, то вот этот наш многочлен легко записать в виде произведения x минус b1 умножить на какой-то новый многочлен p1 от x. Вот эту скобку мы всегда с вами можем выделить. Скобка x минус b1 всегда может быть выделена, если у нас с вами есть корень b1. Дальше, посмотрите, я могу продолжить мое рассуждение и рассуждать так. Ну, смотрите, если у нас с вами у этого многочлена есть еще один корень, и, допустим, это опять корень b1, то есть предположим, что многочлен p1 в точке b1 тоже обращается в 0. Это что будет означать? Это будет означать, что вот из этого многочлена мы с вами тоже можем выделить скобку x минус b1. То есть тут получается x минус b1 уже 2 раза будет квадрат. И останется здесь многочлен p2 от x. Ну, я надеюсь, вы понимаете меня. Более того, это ведь очень легко найти вот многочлен P1, как 1 от x выглядит. Просто уголком делить многочлен на многочлен. Ну, и чуть ниже, может быть, я какой-нибудь пример приведу, как это делается. Но я пока хочу общую теорию вам напомнить. Я думаю, что в курсе алгебры или в курсе высшей математики, где в каких вузах учился, вы это обязательно проходили. Значит, следующий шаг. Ясно, что я могу продолжить вот таким образом, и рано или поздно многочлен P2 от x уже перестанет иметь корнем B1. Но это может случиться несколько раз. То есть я хочу сказать, что вот эта скобка x минус B1 может встретиться k1 раз. K1 раз. И тогда вот здесь у нас с вами останется какой-то многочлен PK1 от x, условно я его так назову. А дальше вот у этого многочлена уже в качестве b1 корня нет. Тогда говорят, что b1 это корень кратности k1. Кратности k1. Дальше вот у этого многочлена может быть еще второй корень, b2. И тогда мы с вами сможем записать этот многочлен следующим образом. Продолжить вот эту запись. X минус b1 в степени k1 умножить на x минус b2. Если у нас b2 это корень вот у этого многочлена оставшегося. И здесь останется у нас с вами уже p, ну, с номером k1 плюс 1. Видите, я добавляю значение. У меня индекс совпадает с суммой степеней от x. И b2 может точно так же быть корнем несколько раз, k2 раз. И в результате у нас с вами, если b2 это корень кратности k2, то у нас с вами вот эта вот цепочка может быть продолжена, и у нас здесь появится выражение такое: x минус b1 в степени k1 умножить на x минус b2 в степени k2. И тут будет многочлен, у которого k1 плюс k2 с номер x. Ну, таким образом мы с вами можем перебрать все вещественные корни у многочлена. А сколько этих корней? И вот тут у нас с вами встает вопрос, а вообще, есть ли корни всегда? Это, во-первых. Вот математики, посмотрите, какое бы вы утверждение ни рассматривали, его можно всегда отнести к утверждениям к одному из трех типов. Первое – это теорема существования, то есть это утверждения, в которых доказывается существование какого-то объекта. Ну, какую бы вы теорему ни взяли, вот всегда можно ее отнести либо к теореме о существовании, либо второе, теореме о единственности, то есть отвечает на вопрос, а сколько таких объектов существует. И третий тип теорем или утверждений в математике, как эти объекты искать. Значит, настоящий математик, настоящий специалист, настоящий профи должен уметь отвечать прежде всего на первый вопрос.
Второй вопрос, он тоже важен, и третий вопрос тоже важен. Но третий вопрос, он больше инженерный. Почему? Потому что, понимаете, если ты не знаешь, что это уравнение или этот объект не существует, а пытаешься его найти, то ты ну, как бы не профессионалом будешь выглядеть, если ты ищешь что-то, что в принципе не существует. Поэтому, скажем, Нобелевские премии, правда, математикам не дают, но Феймановские премии или, скажем, даже если Нобелевские премии брать не в математике, а в других областях науки, они всегда даются за установление существования какого-то нового объекта или явления, или какого-то свойства и так далее. А затем уже возникает вопрос, сколько таких объектов и как эти объекты искать. Я вспоминаю очень старый анекдот, если вы знаете книжку «Математика как наука» Колмогорова, вот в этой книжке он приводит такой анекдот. Два товарища встречаются на улице, и один другому говорит, одноклассники, вот, говорит, знаешь, я тут недавно обнаружил, что у меня есть некий дар. Я могу внушать людям выполнить какие-то действия. Ну, как это, телепатия называется или как-то по-другому. Значит, да ты что, товарищ говорит, не верю, не может быть, как ты всю жизнь жил нормальным человеком, а вдруг стал там каким-то экстрасенсом. Нет, говорит, смотри, я тебе сейчас докажу. Вот смотри, впереди идет девушка, она сейчас обернется, улыбнется нам. И действительно, девушка прошла несколько шагов, и улыбнулась, повернулась к ребятам. Ну, одноклассник все равно не верит. Ну, мало ли, весна, у девушки хорошее настроение. И вот просто она взяла и улыбнулась. Не просто нам, а как-то, может быть, просто у нее настрой нынешний такой, тонус. Хорошо, вот, говорит, впереди идет мужик, он сейчас по дороге пойдет, а потом свернет на мост, станет на середину моста, снимет свой башмак и бросит его в реку. Действительно, это событие случилось. Ну, товарищ говорит, ну ладно, весна, обострение, может, он больной. Ну, все равно не верю. Хорошо, проходят мимо многоэтажного дома, и опять, значит, вот экстрасенс потенциальный говорит, вот смотри, сейчас мужик откроет с 9-го этажа окно и выбросит с 9-го этажа свой цветной телевизор. Ежится, пыжится, посинел, покраснел, ничего у него не получается. В конце концов открывается на 9-м этаже дверь, окошко точнее, и из окошка мужик кричит, ну что ты ко мне пристал, у меня нет цветного телевизора. Ну, анекдот этот старый, когда цветные телевизоры действительно были редкостью, но тем не менее он показывает вот ту идею, про которую я говорю. Если у нас с вами нет теоремы о существовании, если мы не знаем, что некий объект существует, то все действия, связанные с его поисками и с ответами на другие вопросы, они становятся бессмысленными. Поэтому в математике, вот смотрите, мы с вами во что уперлись? Мы с вами уперлись вообще, а есть ли корни у многочлена? И это одна из основных задач была в математике, начиная там с очень древних времен, и она была решена только в 18 веке, даже нет, извините, в 16 веке была решена, и ответ на этот вопрос какой? Наверное, вы все знаете, что если у нас с вами есть многочлен n-ной степени, то многочлен n-ной степени всегда имеет n корней. Но, правда, корни могут быть комплексными. И понятие, вот это утверждение, оно появилось после того, как было введено понятие комплексных чисел. То есть, еще раз, есть великое утверждение, которое называется «Основная теорема алгебры». Я ее сформулирую. Основная теорема алгебры. Основная теорема алгебры. Она говорит о следующем, что если степень многочлена p от x равна n, то многочлен имеет n корней, запятая, некоторые из них могут быть комплексными числами. То есть, посмотрите, мы с вами уперлись в вопрос о том, есть ли корни. Вопрос решается положительно. То есть корни
всегда существуют, но корни могут быть комплексными. Корни могут встретиться комплексными. Но мы здесь с вами пока говорили только о вещественных корнях. И есть еще одно свойство, которое очень просто формулируется. Посмотрите, если какое-то комплексное число z является корнем у многочлена, то есть p от z обращается в 0, то оказывается, комплексно сопряженное число всегда тоже является корнем многочлена. Комплексно сопряженное число – это число, у которого перед мнимой частью стоит знак минус. Минус и b. Так вот, оказывается, что комплексно сопряженное число тоже является корнем многочлена. А дальше, посмотрите, получается очень красивый вывод. Если у нас с вами z комплексное число является корнем, и z сопряженное тоже всегда корень, то получается, что комплексные корни всегда находятся в паре. То есть, если есть один комплексный корень, то есть обязательно и второй комплексный корень. Более того, посмотрите, если у нас с вами наш многочлен имеет корнем комплексное число z, p от z обращается в 0, то это означает, что мы с вами в силу наших предыдущих рассуждений можем вынести за скобку x минус z и x минус z сопряженное. И останется какой-то многочлен, p с крышкой от x я обозначу. Более того, посмотрите, если мы с вами умножим вот это число x минус z на x минус z сопряженное, то что мы с вами получим? Мы сейчас получим с вами очень интересный вывод. То есть, представьте себе, что здесь у нас с вами а минус и минус а минус и b, да, комплексное число z, вот у нас оно записано, умножается на x минус а и плюс и b. Что в результате получается, если мы перемножим вот эти две скобки? Давайте я так их перемножу. X минус а умножается на x минус а, это будет в квадрате, вещественная часть. Коэффициент при и, давайте посмотрим, какой будет. И. Посмотрите, когда у нас коэффициент при и будет получаться? Если у нас минус b умножается на скобку x минус а, то есть x минус а умножить на минус b. Это вот это, я умножил вот на это. И второй раз и получается, когда у нас с вами вот здесь будет стоять плюс b, умножается на скобку x минус а. X минус а. И коэффициент при и в квадрате получается какой? Тут будет минус и в квадрате, а тут будет b в квадрате. Проверьте вот то, что я записал. Мне кажется, очевидным совершенно выражение. Если мы вот эти скобочки теперь раскроем, посмотрите, здесь у нас стоит минус b, а здесь плюс b. Это о чем будет говорить? Это будет говорить о том, что вот это слагаемое просто обращается в 0. Обращается в 0. А и в квадрате у нас с вами это плюс единица, минус единица. Минус и единица, и минус будет знак плюс. И тут у нас с вами получается выражение такое. X в квадрате минус 2ax плюс а в квадрате и плюс b в квадрате. И у нас с вами получился, посмотрите, многочлен вот такого вида. X в квадрате минус 2ax плюс а в квадрате плюс b в квадрате. Легко понять, что у этого многочлена нет вещественных корней. И этот многочлен можно записать в следующем виде. X в квадрате плюс px плюс q, обозначив через p это минус 2а, а через q а в квадрате плюс b в квадрате. Тут нет вещественных корней, потому что корни-то же были у нас с вами комплексные. И что же у нас с вами получается? А у нас с вами получается следующее, что если у нас с вами вот у этого многочлена оставшегося есть корень комплексный z, то у него есть z сопряженное, а значит можно вынести вот такую скобку. И тогда мы с вами приходим к очень мощному выводу. Посмотрите, что если у нас с вами есть многочлен p от x, то этот многочлен всегда можно записать в таком виде. Во-первых, впереди будет коэффициент а с индексом n. Вот этот коэффициент, который был при старшей степени. А дальше идет серия скобок. Сначала выписываются все вещественные корни. X минус А1 в какой-то степени К1. X минус А2 в степени К2.
и так далее, x минус a с индексом n в степени k в степени n. А дальше получаются корни, которые будут соответствовать комплексным корням. Но комплексные корни у нас всегда находятся в паре. Видите, если z у нас с вами комплексное число является корнем, то z сопряженное тоже корень. А стало быть, вынеся их за знак вперед в качестве множителя, мы здесь будем получать x в квадрате минус, вернее, плюс p1x плюс q1 в какой-то своей степени. Ну, давайте я напишу степень S1. Это комплексные корни, которые у нас с вами z, скажем, 1 и z1 сопряженные. И кратность их может быть своя, S1. Дальше комплексных корней может быть тоже несколько штук. Тут будет x плюс p2x плюс q2 в степени S2, ну и так дальше. И таких скобок у нас будет, ну, в общем случае, m штук, скажем. X в квадрате плюс p2x плюс pmx, x плюс qm, ну и в степени здесь s в степени m. И мы с вами тем самым приходим к очень красивому утверждению, которое, я думаю, что в вашем курсе высшей математики обязательно присутствовало. Это означает, что это утверждение означает, что любой многочлен можно представить вот в таком виде. Впереди коэффициент n, дальше перечисляются корни, которые являются вещественными. Вот это А1, первый корень вещественный, у него кратность К1. Я этот корень записал. Дальше Х, второй вещественный корень А2, у него кратность К2 и так далее. Х минус А с индексом n, у него кратность К с индексом n. Затем идут комплексные корни. Комплексных корней m всегда в паре они находятся, и они будут соответствовать множителям P1x плюс Q1 в степени S1 и так далее. Ну и m-тая пара, она будет иметь вот такое разложение. X в квадрате плюс P с индексом nx плюс Q с индексом n в степени S с индексом m. То есть, смотрите, наш многочлен имеет А1 корнем К1 раз, А2 вещественный корень К2 раз, АН КН раз, это кратность корня. А дальше идут комплексные у нас с вами корни попарно, первый корень и комплексно сопряженные к нему и так дальше. То есть, посмотрите, в результате что мы с вами получаем? Что у нас корней А1, К1 раз кратность, К2 раз это второй корень, К с индексом n это у нас n-ный корень. А дальше идут попарно комплексные корни. То есть получается 2s1 плюс 2s2 плюс и так далее, плюс 2s с индексом m. И это у нас с вами все корни, которые есть у нашего многочлена. А мы с вами что знаем? В силу основной теоремы алгебры мы знаем, что у нас с вами количество корней, вот я теорему сформулировал, основную теорему алгебры, вот это будет просто равно степени нашего многочлена. А степень нашего многочлена была равна n. Итак, если у нас с вами есть многочлен n-ной степени, то мы всегда этот многочлен можем записать в виде произведения вот таких скобок. При этом вот эти скобки, которые здесь записаны в виде квадратичных функций, они всегда принимают строго положительные значения. Почему? Ну, потому что здесь дискриминант отрицательный. Дискриминант отрицательный – это пара комплексно сопряженных корней. Здесь тоже все дискриминанты отрицательны. А значит, квадратичная функция, ветви параболы направлены вверх – это всегда больше нуля. Это больше нуля, это больше нуля, это больше нуля и так далее. Вот эти все скобки больше нуля. А значит, вот эти все скобочки, которые соответствуют комплексным корням, мы просто можем выбросить. И тогда задача полностью сведется к той, с которой мы с вами решали. Но мы, правда, не в общем случае записывали, а в частных конкретных случаях.
То есть еще раз, какой вывод я хочу сказать, что если мы с вами имеем рациональное неравенство, в общем случае неравенство у нас имеет вид p от x поделить на q от x и меньше либо равно нуля, то мы всегда это неравенство можем свести к неравенству, которое будет выглядеть так. Вот здесь x минус a1 в какой-то степени k1 и так далее. X минус a2 в какой-то степени k с индексом, тут n, допустим, и тут n. А в знаменателе тоже вещественные корни. X минус b1 в степени, ну, скажем, s1 и так далее. X минус b с индексом m в степени s в степени m. А вот эти квадратичные функции мы просто можем убрать, потому что они принимают строго положительные значения. Таким образом, все, что мы с вами делали до этого, мы сводили наше неравенство к простейшему, имея скобки, оно является актуальным. То есть мы всегда решение любого нашего неравенства рационального можем свести к решению неравенства вот такого вида. Ну, здесь стоит какой-то знак отношения, больше, меньше, равно, и сравнивается это дробь с нулем. Теперь остается последняя задача. А последняя задача в чем состоит? Уметь искать вещественные корни. И тут еще один вопрос возникает. Итак, посмотрите, мы с вами упираемся в несколько мировых проблем. Вот мировые проблемы математики – это те проблемы, которые очень просто формулируются, но очень сложно решаются и очень долго решались. Некоторые из них решены, некоторые до сих пор не решены. Есть очень простейшие задачи, формулируются совершенно там простым языком, но до сих пор их решение неизвестно. Значит, вот задача, в которой мы с вами сейчас уперлись и на которых остановились. Во-первых, есть ли корни и сколько корней? Ответ на этот вопрос дает основная теорема алгебры, которая говорит, что если у тебя многочлен имеет степень n, то у этого многочлена ровно всегда n корней. Но, правда, корни могут быть комплексные. Но мы с вами выяснили, что если у нас с вами есть комплексные корни, то они всегда идут в паре. А эта пара всегда нам дает квадратичную функцию, которая будет иметь отрицательный дискриминант. А это означает, что эта квадратичная функция принимает строго положительные значения. А стало быть, мы с вами, выписав многочлен в виде произведения вот этих скобок, вот эти положительные скобки можем выбросить. И в числителе останутся только произведения скобок, которые будут соответствовать для вещественных корней. Ну и то же самое в знаменателе. Осталась задача вторая задача, а как эти корни искать? И вот это была тоже одна из мировых задач, она тоже очень долго решалась. То есть, во-первых, квадратные уравнения люди умеют решать давно. Это, по-моему, даже 5 век до нашей эры уже квадратные уравнения решались. Вот эти формулы для вычисления корней квадратного уравнения были известны. Уравнения третьей степени. Уравнения третьей степени – это 16 век, и для них тоже были получены формулы. Там много всяких ученых, там с драматическими судьбами, чуть ли не дуэли на этот счет состоялись, для того, чтобы установить, кто был первым, приоритет и так далее. Ну, это итальянская школа, но, как правило, вот эти формулы, которые являются записывают решения кубических уравнений, ax в кубе плюс bx в квадрате плюс cx плюс d равно нулю, они называются формулами Кардана. И если вы заглянете в Википедию или в любой другой учебник по алгебре, вы найдете формулы, которые, так же, как для случая у нас с вами корней квадратного уравнения, позволяют найти корни x1, x2, в данном случае x3. У нас с вами будет 3 корня, раз многочлен третьей степени. Но, правда, корни могут быть комплексными в этом случае. Но обратите внимание, если степень 3, то у нас с вами либо 3 вещественных корня, либо, если есть хотя бы один комплексный корень, то у него есть пара. И тогда у нас с вами 2 комплексных корня, а третий корень уже пары не имеет, значит, он обязательно вещественный. Итак, для уравнения третьей степени у нас или 3 вещественных корня, или 2 комплексных корня, а 1 вещественный. Тогда мы сразу же представляем, как может выглядеть вот это вот разложение на скобке.
Затем решались уравнения четвертой степени. Они, как правило, сводились к решению уравнений третьей степени. И эти формулы тоже известны, они тоже итальянцам принадлежат. Формулу Феррари обычно называют bx в кубе плюс cx в квадрате плюс dx плюс e равно нулю. Но это вот все было сделано в XVI веке. А затем наступил период, когда люди бились и никак не могли получить решение, общие формулы для решения уравнений степеней, начиная с пятой. Значит, какие-то частные случаи, естественно, решаются, но если мы, скажем, с вами запишем вот такое уравнение, ясно, что мы его решение найдем, нет проблем. А вот в общем случае, если у нас с вами многочлен пятой степени записан, скажем, ax5 плюс bx четвертой плюс cx в кубе плюс dx в квадрате плюс ex плюс f равно нулю, то через коэффициенты a, b, c, d, e, f нам бы тоже хотелось иметь формулу. И вот в течение, пожалуй, там сколько, с 16 века по 19 век, 300 лет никому не удавалось ответить на этот вопрос. И ответ был найден только в первой четверти 19 века. И он, как правило, связывается с тремя фамилиями: Паула Руффини, Эварист Галуа и Нильс Абель. Но утверждение, которое я сейчас формулирую, его обычно в литературе называют теоремой Абеля. Теорема Абеля. Ну, хотя вот две предыдущие фамилии, это Руффини и Галуа, они тоже принимали самое такое активное участие по решению этой задачи. Но Галуа, к сожалению, очень быстро погиб на дуэли. Он был замешан в политических таких вот движениях во Франции и был убит на дуэли в очень раннем возрасте. По-моему, 21 год ему было, когда он вот так трагически погиб на дуэли. Но его именем сейчас очень многие вещи в математике названы, группы Галуа, и благодаря вот той идее, которую он предложил, даже где-то в предсмертных своих записках, когда перед дуэлью он вел какой-то дневник, он оставил записи, из которых вытекали многие такие интересные в будущем факты из теории групп, которые и послужили основанием для того, чтобы назвать эти группы группами Галуа. Так вот, что было доказано? Это примерно 1824-26 годы. Нильс Абель, это норвежский математик, было доказано утверждение, что в общем случае для многочленов пятой степени и выше нельзя выписать формулы в общем виде для решения уравнений. Или мы не можем написать формулу для вычисления корней уравнений пятой степени и выше. Вот это утверждение называется теоремой Абеля. Теорема Абеля говорит, что нельзя записать, вот так же, как мы, скажем, для квадратичных уравнений выписываем корни x1, x2 через дискриминант, мы не можем точно так же через коэффициенты выписать с помощью конечной формулы значения для корней уравнений, начиная с пятой степени. Вот такой факт, вот такое интересное утверждение. Но на самом деле для вычисления корней пятой степени, даже если бы формула существовала, она бы была, наверное, очень громоздкой, потому что для четвертой степени она уже жутко громоздкая. И мы не всегда, даже уравнение для третьей степени, если вы формулу Кардана посмотрите, там такая жесть. Но такие формулы, корни третьей степени, корни квадратные извлекаются, которые не всегда нацело извлекаются. И в любом случае, если мы, скажем, поставим задачу о нахождениях корней, то мы можем только приближенные значения найти для вещественных чисел. Но на самом деле это может быть и хорошо, потому что у нас с вами известно много разных способов приближенного решения нахождения корней. И метод Хорд,
и метод биссекции, и метод касательный, и метод Ньютона для решения уравнений алгебраических у нас существует. То есть приближенные способы для решения практических задач. Помните, я говорил, что третья задача – это инженерная задача, поиск решения. Если ты знаешь, что уравнение пятой степени имеет решение, то уже как его искать, у тебя много разных способов есть. Ты единственное знаешь, что у тебя нельзя выписать общие формулы, а это означает, что ты должен искать какими-то приближенными способами и сводить к какому-то частному случаю твое уравнение, чтобы было понятно, как в твоем конкретном случае уравнение имеет решение. Ну, так, сколько у нас времени? Времени у нас достаточно много. Что-то мне хотелось бы все-таки показать. Давайте я, скажем, ну вот посмотрите, я, скажем, выпишу вот такое неравенство. 2х в четвертой минус 26х минус 84 поделить на 9х и минус х в пятой степени больше либо равно нуля. Да, значит, наша задача сводится к чему? Чтобы решить это неравенство, нам надо с вами поработать с числителем и знаменателем. Ну, со знаменателем, наверное, здесь все просто. Давайте я отдельно сначала со знаменателем поработаю. Я здесь могу минус х вынести за скобку. В скобках остается х в четвертой минус 9. И ясно, что я здесь могу записать, что это х минус х умножить на х минус корень из 3, х плюс корень из 3, ну и еще останется х в квадрате плюс 3. Х в квадрате плюс 3. Это у нас с вами так запишется знаменатель. Числитель. Числители у нас с вами уравнение надо решить 2х в четвертой минус 26х минус 84, и это равно нулю. Уравнение четвертой степени. Оно, в принципе, имеет решение, есть способы, как это уравнение решить, но на самом деле тут можно, скажем, использовать какие-то дополнительные факты. Ну, наверное, вы о них знаете. Ну, во-первых, на двойку можно разделить. Тут у нас с вами получается уравнение х в четвертой минус 13х минус 42. И это равно нулю. И есть так называемая теорема Эйзенштейна, которая говорит о том, что если у тебя есть целый корень, то этот целый корень должен быть делителем. Вот если тут приведенное уравнение, то есть нормированный коэффициент при старшей степени равен единице, то если есть целое решение, то оно является делителем вот у этого числа. То есть если есть целые корни, то они должны быть какие здесь? Плюс-минус единица, плюс-минус двойка, плюс-минус тройка, плюс-минус семерка, плюс-минус 14, плюс-минус 21 и плюс-минус 42. То есть, если есть целые корни, то ты корни эти целые можешь здесь, перебрав, понять и найти, используя вот это утверждение, перебирая всевозможные делители. Ну, вот посмотрите, на самом деле я тут как бы такой предварительный анализ провел, чтобы сильно не задерживаться. Я тут запишу следующее выражение. Я понял, что у меня корень здесь минус 2 есть. Если я сюда минус 2 подставлю, то я получу 0. И стало быть, наш многочлен можно записать вот в таком виде. 2 умножить на х плюс 2 умножить на какой-то многочлен p от x. Теперь я этот многочлен p от x должен найти. Как мне этот многочлен p от x найти? Ну, очень просто. Я должен многочлен x четвертой минус 13х минус 42 разделить на х плюс 2 просто столбиком, чтобы вот этот многочлен найти. То есть один корень я угадал, это корень минус 2. Значит, я делю многочлен вот этот на столбиком на х плюс 2, чтобы найти вот этот многочлен, который здесь присутствует. На что я должен умножить х, чтобы х в четвертую убить? Ну, ясно, что на х в кубе. Тут получается х в четвертой степени плюс 2х в кубе. Вычитаем, то есть получается минус 2х в кубе. Дальше на что я должен умножить х в кубе, чтобы убить минус 2х в кубе? Ну, ясно, что на минус 2х в квадрате. Умножаю, получается минус 2х в кубе минус 4х в квадрате. Опять вычитаю.
столбиком. Обратите внимание, я пока не сношу первую степень x, потому что она мне не нужна. Вычитаю, в результате получается 4х в квадрате минус 13х. Как мне убить 4х в квадрате? Но ясно, что я должен умножить на 4х. Умножаю на 4х, в результате получается 4х в квадрате плюс 8х. Вычитаю, только тут 13х, минус 13х. Вычитаю, в результате у нас получается здесь минус 21х минус 42. Ну, теперь понятно, что это будет у нас с вами 21. Так что многочлен, который здесь получается, он может быть записан так. 2 умножить на х плюс 2 умножить на х в кубе минус 2х в квадрате плюс 4х плюс 21. Видите, я уже выделил одну скобку х плюс 2. Дальше я опять пытаюсь найти корни у этого многочлена, который здесь, и я еще опять, ну, как бы предполагаю, что, может быть, там есть целые корни, а целые корни это опять у нас с вами делители у числа 21. И легко проверить, что корнем будет являться число 3. Но я не буду уж более подробно расписывать, запишу просто, что здесь будет х минус 3 скобочка, а в скобке останется х в квадрате плюс х плюс 7. Вы можете проверить, что если мы с вами вот этот многочлен разделим на х минус 3, то мы получим ровно такое выражение. Итак, мы с вами получим, что наше неравенство примет вот такой вид. 2 умножить на х плюс 2 умножить на х минус 3 умножить на х в квадрате плюс х плюс 7. И поделить, это у нас с вами числитель, а в знаменателе у нас с вами минус х минус корень из 3 умножить на х плюс корень из 3 умножить на х в квадрате плюс 3. И это больше либо равно нуля. И мы с вами пришли к результату, который мы уже знаем, как реализовать. Вот эти скобочки мы убираем, потому что они нам дают положительные значения. И выписываем только скобки, приводим к простейшему неравенству, выписываем только скобки, которые и содержатся в первой степени. На двойку тоже можно разделить. Получается вот такое простейшее неравенство. Х плюс 2 умножить на х минус 3 умножить на х умножить на х минус корень из 3 умножить на х плюс корень из 3. Только тут, поскольку минус единица, то знак поменяется на противоположный, будет меньше либо равно нуля. Но я забыл еще, что я должен был паспорт написать. Паспортом будет у нас выражение такое. Х равно минус двойке, х равно тройке, х не равно нулю, х не равно корню из 3 и х не равно минус корню из 3. Вот это паспорт. Остается включить калькулятор и выписать нам с вами соответствующее значение. Да, вот тут минус 21, вы правильно мне ответили, извините. Да, минус 21, согласен. Да. И осталось выписать ответ. Окончательный ответ у нас будет выглядеть как. Решаем вот это простейшее неравенство, отмечаем точки. Значит, что тут у нас получается? Минус 2. Минус корень из 3, 0, корень из 3, ну и 3. Отметили 1, 2, 3, 4, 5, 6. Плюс, минус, не задумываемся. Быстрый алгоритм, поэтому я его так и называю. Минус 2 выделили жирным, тройку выделили жирным, 0 взяли в кружочек. Корень из 3 взяли в кружочек, корень из 3 взяли в кружочек. Осталось выписать ответ. Ответ. Х принимает значение, поскольку решается неравенство меньше либо равно нуля, то от минус бесконечности до минус 2, точка минус 2 включается, поскольку она жирная. Дальше от минус корень из 3 до нуля, эти точки не включаются. Ну и, наконец, последний участок от корня из 3 до 3. Точка 3 включается.
Все вот таким образом у нас с вами выглядит решение рационального неравенства, которое мы с вами получили. Итак, еще раз, смотрите, ход решения любого рационального неравенства. Что мы с вами делаем? Ищем корни, представляем многочлен в виде произведения множителей, ну, а затем сводим решение рационального неравенства, к решению простейшего неравенства. Последний момент, на котором я бы хотел остановиться. Посмотрите, это очень полезный инструмент. Те, кто недавно проходил курс «Математекарь», знакомы с сервисом, который называется Wolfram Alpha. Я обычно своих студентов очень активно привлекаю к этому ресурсу. И я хочу показать вам сейчас, как можно вот эти разложения и корни быстро найти. Давайте я сейчас просто поступлю следующим образом. Вы сейчас будете видеть мой рабочий стол. И здесь я выйду в сервис математический, который называется Wolfram Alpha. Я прямо в адресной строке набираю Wolfram Alpha. Это практически всегда первый источник в поисковой системе. И открываю этот сервис Wolfram Alpha. Так, здесь у нас с вами появляется вот такая форма. И посмотрите, Wolfram Alpha нам сейчас с вами очень быстро поможет решить и найти корни у нашего многочлена, который стоял у нас и в числителе, и в знаменателе. Давайте посмотрим и обратимся за помощью к Wolfram Alpha. Посмотрите, я вот здесь просто напишу формулу для нашего числителя. 2х, сейчас, минутку, так, 2 в латыни, он у нас с вами только в латыни умеет общаться, x в четвертой степени, извините, тут x, 2х в четвертой степени, минус 26х, минус 84 равно 0. Я набрал этот текст, посмотрите, нажимаю Enter, и Wolfram Alpha нам сейчас с вами должен выдать разложение нашего многочлена, по крайней мере, выдать корни. Посмотрите, вот корни, которые мы с вами искали, видите? Х минус 4, х плюс 2, х в квадрате плюс х плюс 7. Вот корни, которые у нас с вами. А вот комплексные корни тоже здесь присутствуют. То же самое мы можем сделать со знаменателем. Если я здесь забью многочлен, который стоит в знаменателе, то Wolfram Alpha нам выдаст сразу же разложение нашего многочлена в виде произведения скобок. Более того, давайте попробуем, я попробую сразу Wolfram Alpha, попрошу решить неравенство. Значит, ну, возьму вот это вот скобки, это у нас с вами был числитель. И я должен разделить на знаменатель. А знаменатель я сейчас... Да, кстати, видно на изображении, да, вот что я делаю. Я в адресной, то есть в форме запроса набираю неравенство, которое у нас с вами есть. В числитель я набрал, значит, в знаменателе у нас с вами было 9х, если я правильно помню, минус х в пятой степени, х в пятой степени. То есть вот эти ресурсы, которые сейчас современные у нас с вами есть, они позволяют очень быстро проверить себя, может быть, составить задания для детей и так дальше. Ну и знак неравенства у нас был больше либо равно нуля. Вот посмотрите. Сейчас попросим Wolfram Alpha. Я надеюсь, что он нам выдаст решение, которое мы с вами получили. Да, вот, глядите, он нам, по сути дела, выдал решение. И где это решение? Вот видите, от минус бесконечности до нуля, если я правильно помню, у нас такой был ответ. Сейчас, от минус бесконечности до нуля, да. Дальше меньше либо равно, чем минус 2. И участок от корня из 3 до числа 3. Видите, все в точности. Вот solution написано, решение. Решение выписано. И тут отдельные интервалы из решения, которые тоже присутствуют. Все. Я вот советую вам всегда как бы
знать и использовать вот эту возможность, использовать современные сервисы для решения разных задач. И для составления задач, и для проверки. Видите, моментально нам сервис помогает найти и корни, и даже неравенство автоматически решить. Он графически решение вывел. Ну и кроме того, все решения, которые мы с вами получили, работая ручками, можно проверить. Вот действительно, мы вроде бы наше неравенство решили верно. И последнее, что еще хочу сказать, да, вот программа повышения квалификации в виде тренинга «Математекарь», она будет сейчас реализовываться вот с понедельника, с 17 числа мы запланировали, но, по-моему, там пока очень мало желающих. И если у вас есть интерес вот к сервисам, которые позволяют разные математические задачи решать, а там, как правило, у нас используются 3 сервиса. Это инструменты, которые есть в Google для решения математических задач, инструменты, которые есть в Microsoft, математический ассистент, а также 2 шикарные программы. Это вот умный сервис Wolfram Alpha и GeoGebra. Вот эти инструменты в рамках этого тренинга подлежат самостоятельному исследованию, изучению. Если у вас есть желание среди присутствующих в этом семинаре, то приглашаю принять участие в работе этого семинара. Но я, пожалуй, на этом остановлюсь. И так я много времени занял сегодня. Не знаю, насколько материал этот полезен для вас, но я старался. Я вот показал тот опыт, который я обычно практикую. Все равно, когда к нам приходят первокурсники, приходится им какие-то вещи показывать и рассказывать. Как, ясно, что это все пережито каким-то опытом, какими-то своими действиями. Я вообще считаю, что опыт нельзя передать, его нужно пережить. То есть, если ты сам порешаешь, это будет гораздо полезнее, нежели кто-то тебе что-то расскажет и покажет. Так, ну все, значит, запись вот этого материала всего сохраняется, можно будет его в спокойной обстановке посмотреть. На этом если у вас нет вопросов, пожалуйста, если есть вопросы, можете задать в чате, я пока здесь поприсутствую. И, коллеги, еще раз обращаю ваше внимание. Я знаю, что среди вас очень много есть людей, которые занимаются и кружковой работой, и проектной деятельностью, и всякие у вас есть определенные изюминки, и свои способы решения задач, построения уроков и так далее. Я приглашаю вас активность проявить и показать все это публично на наших семинарах. Ясно, что мы всегда найдем материал, есть что рассказывать, но хотелось бы, чтобы вы тоже проявили активность, это было бы здорово. Так, вопросов я не вижу. Простите, что я затянул достаточно долго нашу встречу, почти 2 часа получается. До свидания, всего доброго, до следующих встреч. Повторяю, если есть вопросы, вы можете вопросы задать и свои пожелания, просьбы тоже выразить по электронному адресу, с которого вы получаете мои сообщения. Спасибо, я прощаюсь, до свидания.